Дзяржаўныя грошы для сямейнага бізнесу. Журналісты бюро выявілі кампанію, звязаную з унукам Александра Лукашэнкі. І гэтая кампанія можа атрымаць да 30 мільёнаў рублёў крэдыту з бюджэтнай праграмы. Як працуе гэтая схема і хто насамрэч стаіць за праектам, ужо неўзабаве ў нашым эфіры журналістка-расследавальніца Ксенія Вязнікоўцава, а пакуль фактура. Паводле расследавання гаворка пра кампанію сезону упакоўкі, якая плануе пабудаваць вытворча-складскі цэх у зоне Бремена-Ворша, так званым аршанскім афшоры з падатковымі і іншымі льготамі. 20% кампаніі належаць унуку Лукашэнкі Александру Лукашэнку-малодшаму. Яшчэ 80% фірме «Марскія сезоны», звязанай з бізнес-лэдзі Людмілай Няронскай, блізкай да сям'і Лукашэнкі. У гэтай жа структуры працуюць сваякі, зяць і сват Віктара Лукашэнкі. Раней журналісты ўжо звярталі ўвагу на гэтыя сувязі, але цяпер упершыню з'яўляецца канкрэтная лічба да 30 мільёнаў дзяржаўнай падтрымкі. І зять, і сват, і жук і жаба, як той казаў. Так. Ну і яшчэ так, што аўдыторыя часам крытыкуе нас, што вельмі шмат Лукашэнкі. Лукашэнак ужо вельмі шмат, просто аб'ектыўна у дзяржаўных і бізнес-справах у Беларусі. І хутка пра праўнукаў, напэўна, таксама будзем размаўляць. Все адгалінаванні. А пакуль ужо Ксенія Вязнікоўцава, журналістка бюро медыа, расследавальніца з намі на відэасувязі. Прывітанне. Вечер добрый. Добрый вечер. Ксения, ну не першы раз мы ўжо з вами неяк размаўлялі, вы рабілі вялікае расследаванне таксама пра унука Александра Лукашэнкі, но тут бадай што прынцыпова новае, прынамсі, што я пабачыў, вось гэта канкрэтная лічба з'явілася ў 30 мільёнаў рублёў крэдытнай падтрымкі для гэтай кампаніі. Для вас што было новым, так, і якія вы робіце з гэтага высновы? Ну, на самом деле, никаких новых выводов мы из этого сделать не можем, потому что, в принципе, все и так довольно-таки понятно. Еще с тех пор, когда была зарегистрирована эта компания «Сезон упаковки», в принципе, было понятно направление, в каком она будет работать и что примерно из себя будет этот бизнес представлять. Просто на сегодняшний день мы уже точно знаем, что это будет производственно-складской цех, что они запускают строительство предприятия, и самое главное, что мы узнали, что оно все-таки будет базироваться непосредственно в аршанском офшоре, в Бремена-Орша. Я бы хотела сконцентрировать внимание, что здесь даже, наверное, важно не то, что им выделили кредит там, до 30 миллионов, точная сумма пока неизвестна. Потому что если брать, например, партнерку Александра Лукашенко-младшего, Людмилу Няронскую, то на строительство завода в Витебске ей государство выделило кредит в размере 240 миллионов рублей. Поэтому 30 на этом фоне выглядят, конечно, не так существенно, да, но самое главное, что они будут располагаться в Бремена-Орше. Особая экономическая зона предполагает и особый налоговый режим. Да, то есть изначально уже предприятие внука Лукашенко и Людмилы Няронской попадает в такую неравную экономическую битву с другими предприятиями, потому что там практически нет вообще никаких, по сути, налогов, да, то есть и, ну, конечно же, на старте, еще не успев построиться, у сезона упаковки будет предприятие более конкурентно способное, более выигрышном положении, Ксения, нежели там какие-то государственные предприятия, либо другие частные. Ксения, я правильно зразумеў, што мало таго, што дзяржава дае выгодныя крэдыты, так, бюджэтныя грошы на гэтае прадпрыемства, якое належыць у тым ліку вось гэтым сваякам ці блізкім да Лукашэнкі, дык гэтыя прадпрыемствы ў выніку яшчэ будуць менш плаціць падаткаў у дзяржаўны бюджэт, чым бы гэта рабілі іншыя прадпрыемствы, которые не знаходзяцца ў гэтай зоне. Да, безусловно. Например, завод Людмилы Няронской, он располагается в экономической зоне Витебск. Там тоже есть определенные льготные условия, но они, безусловно, несравнимы с теми, какие предлагает особая экономическая зона. Она не зря называется особой, и не только благодаря своим льготам и преференциям, которые лично выделил Александр Лукашенко-старший. В первую очередь она особо тем, что там совершенно нет посторонних. Там базируются в основном компании кошельков Лукашенко, Александра Зайцева, Рузэкспедиция, например, его новый завод по производству кондитерских сладостей Ордита и другие предприятия, которые связаны с Александром Зайцевым, либо непосредственно с кошельками Лукашенко. То есть, грубо говоря,
любое предприятие, любой бизнесмен, который захочет как бы такие же особые экономические условия для себя, он просто их не получит, потому что их там просто не пустят. Эта зона создана для того, чтобы там зарабатывал и экономил на налогах очень избранный круг людей. Ксенія, наколькі пашырыўся бізнес Людмілы Неронскай за апошнія гады, бо в прынцыпе і ў іншых расследаваннях вы ўзгадывалі пра ейныя рыбныя інтарэсы ў Беларусі, і чаму гэты чалавек карыстаецца такой ласкай у сям'і Александра Лукашэнкі? Ну, по сути, как бы бизнес Людмилы Неронской, он за последний год и разросся. Мы очень пристально за ним следим и фиксируем каждую созданную компанию. И теперь это уже, наверное, такой какой-то даже рыбный холдинг, не столько вот компания. То, почему они так обласканы властью, ответ очень прост, потому что это не ее личный бизнес. В этом бизнесе есть непосредственный интерес семьи Виктора Лукашенко. И благодаря нашим расследованиям мы уже просто массу раз и окончательно доказали о том, что фактически это бизнес Виктора Лукашенко. Вообще сама Людмила Неронская, она близкая подруга Виктора и Лилии Лукашенко. Первый их совместный визит зафиксирован в 2019 году, когда они летали вместе в Арабские Эмираты. Тогда же проходил официальный визит Александра Лукашенко, он встречался там с шейхами. Вот. Кроме того, дети Людмилы Неронской и Виктора и Лилии, они учились в элитной гимназии номер 16 города Минска. Да, то есть у них они вместе справляли какие-то праздники, дни рождения и так далее. То есть можно говорить о том, что их взаимосвязь, она выходит за пределы плоскости каких-то просто там бизнес-интересов, да, это еще и какие-то человеческие отношения, безусловно. Ксения, Да, но по присутствию... Да. так, бо у нас просто 2 хвілінки застаецца, на жаль, тэма натуральна цікавая. Вось вы ўжо сказалі пра Віктара Лукашенка, ёсць жа яшчэ Дмітрый Лукашенко, да, у яго спартовы клуб і таксама там куча бізнес-праектаў. Вось як гэта адбываецца ў сям'і, ці Віктар і Дмітрий па-брацкі дзеляць свае ўплывы, ці вы бачыце ўсё-такі недзе больш цэнтра, вакол якога з сыноў больш бізнесаў, больш уплыву ўлады фармуецца? Ну, на самом деле сложно так сделать какое-то умозаключение. Похоже на то, что они, несмотря на то, что они там родственники, братья, близкие люди по крови, тем не менее у каждого есть свой какой-то сектор экономики, который они разрабатывают, из которого получают доход. Да, у них есть пересечение по спорту, но все-таки Национальный олимпийский комитет и президентский спортивный клуб — это несколько разные организации, несмотря на то, что они выкачивают деньги из спорта и из госбюджета. Вот, поэтому сложно предположить, что все условно складывается в одну какую-то скорлупку, и из нее там каждый себе берет сколько ему нужно. Скорее всего, все-таки мы говорим о том, что у каждого есть свой какой-то интерес, свой сегмент бизнеса, и каждый из членов семьи, в том числе уже и жены, его контролирует.